Всем здравствуйте, компания Прогресс Авто, город Благовещенск. И сегодня у нас на обзоре трактор Yanmar RS270. Трактор оснащен, наверное, всеми функциями, которые могут быть у трактора. Трехцилиндровый, 27-сильный трактор со фрезой. И сейчас мы сделаем на него небольшой обзор. Сразу по внешнему виду хочу сказать, что выглядит он очень классно. Честно, я прям в восторге от его внешнего вида. Мне, в принципе, янмарчики такие нравятся. Вот, но будем объективны вместе с вами и посмотрим на его техническое состояние, на его комплектацию. По резине мы видим, что резина тоже в очень хорошем состоянии. Растрескиваний каких-то глобальных мы не наблюдаем, разве что небольшие микротрещинки вы можете увидеть вот здесь. По другой стороне картина, в принципе, та же самая, небольшая паутинка трещин, а в целом резина в хорошем состоянии. Задняя же резина еще лучше. Я бы, наверное, сказал, что состояние близко к идеальному. Фреза на 1,60 м, довольно-таки массивная. Ножи хоть имеют износ, но износ небольшой. Давайте посмотрим с другой стороны. Вот такие вот у нас ножи. Фреза у нас, естественно, на трехточке, на быстросъеме, то есть скинуть ее можно очень быстро и навешать любое другое навесное оборудование. Есть гидроцилиндр, а значит есть все регулировки, необходимые для комфортной и точной работы. Цилиндр в порядке, закусов подтеканий никаких не имеется. Также данный трактор с гидроусилителем руля, и мой любимый тест на гидроусилитель. Да, вращаем одним пальцем без каких-либо проблем. Здесь тоже все хорошо, никаких подтеканий, ничего такого нет. Ну и рамка здесь тоже имеется, которую можно снять, тем самым уменьшив высоту трактора и обеспечив более удобное хранение в каком-то невысоком, может быть, гараже или сарайчике. Ну, в общем, много что можно сделать с этой рамкой, вплоть до козырька или крыши. По техническому оснащению у нас здесь трехступенчатая коробка передач, реверс. Вал отбора мощности у нас трехскоростной, и плюс есть реверс вала отбора мощности, то есть наша фреза может вращаться в любую сторону. Естественно, слева у нас сцепление. Ой, я извиняюсь, я сказал трехступенчатая коробка передач. Я сказал, я имел в виду раздатка на 3 скорости. Коробка у нас 4-ступенчатая. Вот здесь у нас переключение передач происходит. Соответственно, у нас по 12 скоростей вперед и назад. Также у нас имеется память фрезы. Как я уже сказал, гидронастройки. Этот рычаг у нас отвечает за опускание поднимания фрезы, автозаглубление. И некоторые функции у нас имеется вот здесь. Это подключение-отключение полного привода, быстрый разворот, естественно, блокировка заднего дифференциала, сдвоенный тормоз, ножной газ, ручной газ. В общем, все по классике. Ну, давайте посмотрим, сколько же у него наработка. Наработка у данного трактора 609 моточасов. Состояние очень хорошее. Давайте заглянем под капот. Здесь у нас даже есть такая небольшая изоляция. Трехцилиндровый трактор. Никаких подтеков на двигателе тоже нет. Работает очень ровно, не очень громко. Давайте погазуем. С двигателем, как мы слышим, тоже все в порядке. Вот такой вот у нас сегодня трактор прибыл с аукциона с Японии.
Это трактор Yanmar RS270, компания Прогресс Авто, город Благовещенск. Можем отправить в любой другой город по России. Если вас заинтересовал этот трактор, то пишите комментарии, звоните нам, пишите на WhatsApp, номер 8 914 555 20 30. Всем желаю хорошего настроения, крепкого здоровья. Всем пока.